В этом месте застряли Subaru, два крузака сотых. Поэтому мы решили начать именно с этого места. Не дает, да? Не дает, да? То есть он глушит, да, тебе? Мы бы так на тестовый не смогли бы поехать. Все машины спустились с горки, это плохо. Нет. А я думал уже, что я вас всех буду таскать. Нормально. Друзья, всем привет из морозного Якутска. Сегодня у нас более-менее солнечно, минус 35. И очень хорошая новость, до Якутска дошел очень интересный автомобиль. Интересен он именно тем, что с 2019 года начал оснащаться специально для России двигателем от грузовика. То есть чугунный двигатель объемом 3 литра. Называется он Isuzu D-Max. Несколько дней назад вот именно в этом месте застряли Subaru, два крузака сотых. Ну, еще легковая туда заехала, и, соответственно, мы их вытаскивали. А вот здесь стояли основная часть автомобиля, и вот эта вот средняя линия, это самый дальний крузак, он был уже там внизу склона. Его тащили на лебедке. Поэтому мы решили начать именно с этого места, попробовать посмотреть, как идет D-Max. D-Max вот у нас уже здесь подъехал. Также у нас машина техподдержки, на всякий случай крузак с лебедкой. В общем, сейчас мы посмотрим, как машина справится с этой задачей. В связи с отсутствием грязи, но присутствием снега, да еще и в такой локации, откуда своим ходом не смогли выбраться достаточно проходимые автомобили, мы запустили D-Max на эту снежную полянку с уклоном. Первый заезд был сделан в режиме повышенного полного привода. Полный привод у D-Max это part-time, то есть жестко подключаемый передний мост, все как у старых добрых внедорожников. Это простая и надежная система, проверенная временем. Но вот электронная противобуксовочная система дала о себе знать в снегу и глушила обороты двигателя при пробуксовке. Забегая вперед, необходимо отметить, что мы обнаружили кнопку отключения ТРК, но уже после нашего снежного тест-драйва. Если быть точнее, данная кнопка отвечает сразу за работу двух систем – ESC и TCS. ESC – это динамическая система стабилизации автомобиля, проще говоря, антизанос, а TCS – это антибукс, то есть противобуксовочная система. На самом тест-драйве водитель включил понижающий ряд, при котором эти две вспомогательные системы также отключаются, и машина справилась с поставленной задачей. Обратите внимание, в этом моменте видно работу имитации блокировок. Электроника следит за вращением колес и подтормаживает то колесо, которое вращается больше, передавая тем самым крутящий момент на заблокированное колесо. Далее вы увидите, как ведут себя в этой ситуации УАЗ и крузак без каких-либо блокировок. Пробовал на повышенной, но у него антиюз срабатывает. Да. Ага. ТРК срабатывает и не дает ему обороты набирать, сразу скидывает. Потом переключились на пониженную и поехала машина. Давай попробуем на этой. На 4? Ага, отключилась. В колею скидывает. Не дает, да? Не дает, да? То есть он глушит, да, тебе? Не дает. Ага. Так, включили пониженную.
А, уже это, на время идет. Давай. Смотри, прет вообще. Оп-оп. Задний ход. Надо сказать, что это первый покупатель Isuzu D-Max в автосалоне Колми. Поэтому это его автомобиль, он сам за рулем. Мы бы так на тестовый не смогли бы поехать, да? Ну, предъявили бы потом. Хозяин в азарт вошел. Да, уже не остановить. После нескольких кругов D-Max все-таки удалось посадить в снег, но с помощью добавленных 3 человеческих сил машина была освобождена из снежного плена. Так, теперь 3 человеческие силы добавляется. Потащила. О, задуманное выполнено почти. О. Имитация блокировки срабатывает. Притормаживается колесо, у которого высокие обороты. И, соответственно, перераспределяется усилие. Так, теперь поехал Патриот. Стало интересно. Это 3-летний автомобиль с двигателем ZMZ и без каких-либо блокировок. Патрик забуксовал и не смог выбраться на нужную траекторию, его постоянно сносило вниз. Как отметил Павел, водитель УАЗа, у нового Патриота было бы больше шансов выбраться, так как он комплектуется новым, более мощным двигателем ZMZ Pro, и на 3-й пониженной были бы шансы выбраться самостоятельно. Этот же Патрик не вытягивал на 3-й, а на 2-й обороты двигателя были слишком высокими, а колеса не раскручивались как надо. Камера не передает, что тут есть подъем. Вот, если верить уровню на камере, сейчас она стоит в горизонт. Самый дальний крузак, который мы вытаскивали в тот вечер, находился вот там. Вот здесь был крузак. То есть его уже стащило под склон. Сейчас практически то же самое происходит с УАЗиком. Ну, посмотрим. Вроде пока двигается. Без блокировок, получается, колесо не гребет, не помогает никак. С этой стороны правая передняя, левая задняя. Да, так и есть. То есть вот преимущество D-Max со своими имитацией блокировки, она все-таки свое дело делает и позволяет распределить усилия автомобиля на бездорожье, то есть распределяет силу между колесами. Нет, куда он поехал? Останови крузака! В общем, за Патриотом спустился крузак и подтянул его на лебедке. Тут уже сложилась такая опасная ситуация, когда ни одной машины не осталось наверху. Все машины спустились с горки, это плохо. Оп-оп-оп. Опасный маневр.
Нет. Я же говорил, никому не надо спускаться. Теперь у нас две застрявшие машины. Передвигаться может пока только D-Max. Вот, смотри-ка, поднял. что делает. Ну так, пиджак стал. О-о-о. Он О, Смог. смог. А я думал уже, что я вас всех буду таскать. Какой план? Не знаю, я ему предлагаю. Вниз езжай, говорю. У него оборотов не хватает. Медленно слишком. Где их обороты есть? Пиво. Вот Форестер, если бы доехал бы до них, да он бы уехал в прошлый раз. Но там было темно. Вот. Ну все, спасибо, Руслан, За что? за то, что вызвали нас воздухом подышать. Послушали, как стреляют, УАЗики застревают. И Судзу, короче, лучше всех едет, Крузак не едет. О, Это надо я тебе вырезать. этот, Это надо вырезать. я тебе вот так сделаю, эту табличку здесь черную на глаза. Крузак не едет. Чисто на 2 глаза. Нормально. Ладно, Давай. давай. Счастливо. Ага. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить Альберта и Ивана за поддержку в проведении тест-драйва. Все, Toyota Yeti. наш эвакуатор уехал. Но пока далеко не уехали, надо выехать с этой полянки. Три литра турбодизель. Все автомобили Isuzu D-Max, поставляемые в Россию, вне зависимости от комплектации, имеют под капотом 3-литровый турбодизель от 5,5 тонника Isuzu. Двигатель миллионник 4JJ1 мощностью 177 лошадиных сил и 430 ньютон-метр крутящего момента. На выбор покупателям предлагается две новые коробки передач: механическая 6-ступенчатая от Isuzu и автоматическая 6-ступенчатая от Aisin. Все модели Isuzu D-Max 2019 модельного года оборудованы системой подключаемого полного привода Part-Time с понижающим рядом. Стандартный набор систем электронного контроля устойчивости для всех комплектаций Isuzu D-Max входят системы ABS, система распределения тормозных усилий, антипробуксовочная система TCS, а также усилитель экстренного торможения Brake Assist. Во всех комплектациях установлены 6 подушек безопасности. В числе новых систем безопасности и помощи водителю на Isuzu D-Max 2019 модельного года появились система стабилизации прицепа TSC, система помощи при спуске, а также система помощи при трогании в подъем. Кроме того, новый Isuzu D-Max 2019 года оборудован системой Aero GLONASS. Ну а сейчас наш сюжет продолжится классическим автообзором, в том числе и в салоне Колми. Более в теплых условиях я расскажу вам об еще одной модели, которая называется Isuzu D-Max в комплектации Air. Перед нами Isuzu D-Max в комплектации Air с автоматической коробкой передач. Автомобиль оснащен светодиодной оптикой, камерой заднего вида. Модернизированная задняя подвеска выполнена на основе конструкции из 3 листовых рессор, что в частности позволило увеличить грузоподъемность до 995 кг. Минимальный дорожный просвет для машин в стандартном исполнении с 18-дюймовыми колесами составляет 235 мм. Перед тем, как заглянем в салон автомобиля, напомним, что мы рассматриваем утилитарный рамный джип, рассчитанный в первую очередь на повседневную работу, перевозку грузов до 1 тонны, в общем, рабочую лошадку, а не гламурный кроссовер для городских дорог. Дорогие жители республики, компания Колми рада вам сообщить, что с этого года мы стали дилерами японского бренда Isuzu. Вы, как видите, перед вами стоит Isuzu D-Max. Эти машины себя доказали в мировом масштабе, достаточно проходимые, очень уверенные машины. Скоро клиенты, которые сядут на эту машину, ощутят себя настоящими хозяевами тайги. Они нужны не только охотникам, рыболовам, но и нашим промышленникам, золотарям, газовикам, нефтяникам. Это именно машина для них. Салон D-Max различается в зависимости от комплектации. Мы рассматриваем комплектацию Air, которая представлена в дилерском центре компании Colmi. Начнем с подстаканников, их тут 4 штуки.
2 у передних дверей и 2 посередине салона перед задним рядом сидений. Пластиковые элементы салона украшены вставками из эко-кожи. Мультируль с управлением магнитолой и круиз-контролем. Регулируется руль только по высоте. В отличие от топовых версий, в комплектации Air передние сиденья регулируются механическим способом, но также имеют подогрев для эксплуатации в холодное время года. Что касается бардачков, то их в салоне 3 штуки. Один достаточно вместительный между передними сиденьями, 2 других расположены перед пассажиром. Причем верхний оборудован прикуривателем, в который вы можете подключить электрооборудование до 120 Вт. Задний ряд сидений просторен для такого типа автомобилей, и в нем можно комфортно расположиться для дальних поездок. Посередине имеется подлокотник, а сами сиденья складываются 2 способами. В первом случае вы можете поднять нижнюю часть, которая фиксируется встроенным крючком за подголовник, и под сиденьями нам открываются 2 небольшие ниши, одна для домкрата, вторая для транспортировки полезных мелких вещей. Во втором случае можно просто опустить спинки задних сидений. За спинками задних сидений также можно разместить малогабаритный груз. Надо отметить, что пространством за задними сиденьями пришлось пожертвовать ради комфортного расположения пассажиров. Например, я со своим ростом в 180 см очень легко и непринужденно на них размещаюсь. Автомобиль данной комплектации оснащен мультимедиа-системой Surround Sound с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и 8 динамиками. Также не забываем про камеру заднего хода, которая просто необходима автомобилю таких габаритов. В Россию также поставляется данный автомобиль в комплектации Terra. Это полуторная кабина с увеличенным размером кузова. Если размер кузова с двойной кабиной составляет 1,5 на 1,5 метра, то с полуторной размер 1,80 м на 1,5 метра. Если у вас остались вопросы и нужна более подробная информация о данном автомобиле, а также появилось желание записаться на тест-драйв, то вы можете это сделать в дилерском центре Колми по адресу город Якутск, Покровский тракт, 6 километр, дом 1А.